Башкирский государственный театр оперы и балета. Туда в субботний солнечный день отправился глава региона Ради Хабиров. В Башкирском государственном театре оперы и балета, в одном из самых красивых зданий столицы региона, через несколько минут начнется бал маленьких принцесс, праздник для особенных деток. 250 девчонок вместе с мамами, бабушками, сестрами, папами приехали в Уфу из разных уголков Башкортостана. Все в нарядных платьицах и с красивыми прическами, как и полагается на настоящем балу маленьких принцесс. Всем дарите? Да, всем. А что у вас? Что это? Браслетик с цветочком. Здорово. Удачи вам. Как зовут вашу принцессу? Сабина. Имя какое красивое. А в каком ты классе? В 4 А. Ты уже взрослая. На балу первый раз или была уже? Первый раз. А каким ты хочешь, чтобы он был? Супер красивый, да? Да. Ну что ж, ты уже красивая для бала. Хорошего тебе настроения. С праздником. Спасибо. А девочка у вас настоящая принцесса. Как зовут тебя? Фанзеля. А скажи, пожалуйста, тебе сколько лет? 11. Ты была когда-нибудь на балу? Нет. А каким тебе кажется будет бал? Красиво. А что нужно, чтобы у тебя было счастье на балу? Мама, чтобы платье и туфля. Ну, у тебя платье, туфли, мама, значит, уже счастье есть? Да. Карина Владимировна, бал маленьких принцесс. Трогательное очень мероприятие. Честно, я еле сдерживаюсь. Но, с одной стороны, это не слезы жалости, это какие-то слезы умиления. У вас какие чувства? Ой, у меня, конечно, только радость, потому что когда ты видишь вот этих деток, которые приходят, сначала, казалось бы, может быть, и с такими немножко грустными лицами, но когда заходят сюда... Вон какие принцессы. Да, принцессы. И когда у них на лицах сияют улыбки, это же замечательно. А праздник ведь это еще и меценаты, благодаря им? Да, конечно, конечно. Это меценаты, и все, что здесь происходит, это благодаря людям, которые захотели подарить детям праздник. Мы, как правило, их не называем, потому что это не скромно, они же делают это от души, от чистого сердца. Но в любом случае спасибо за то, что вот такой тоже праздник есть. Да, спасибо, что они это делают. Ну и, конечно, здесь огромный вклад именно не только тех людей, которые помогают материально, а это огромная команда, которая работает здесь каждый день и делает этот праздник. Спасибо. Вы с совещания сразу на бал принцесс не могли не приехать? Нет, конечно. Это самое главное мероприятие в году. Вот. Вы Вон они такие вот красивые. они такие, да, Просто. правда. Вы настояли, чтобы и в муниципалитетах провели такие мероприятия? Да, обязательно в каждом, потому что у нас детей много особенно, более чем 15 тысяч детей, поэтому мы не сможем всех здесь собрать, поэтому надо, чтобы муниципалитеты подключались и такие же серьезные праздники проводили. Это для многих детей возможность выйти в свет. Вот, Это так и есть. Хорошего дня. Спасибо. Другую сторону. Прекрасно! Дорогие принцессы, вы настоящие умницы и красавицы! Теперь мне будет не страшно. У меня облокотительная девочка. Ну что, а будем кавалеров учить? Да, у нас есть в зале кавалеры. Мужчины. И раз. И два. Пусть говорят. Добрый день, прекрасные принцессы. Здравствуй, принцесса. Нам приехали гости с
со всего королевства. Сегодня мы будем петь, веселиться. У вас замечательно получается. Спасибо. Здравствуйте. Так, идем красавица. Большое Ну вам что, спасибо красавица? за вашу доброту, Да, за вашу спасибо. любовь. Здорово. Скажите, пожалуйста, как зовут вашу принцесску? Она сама разговаривает. Ты умеешь разговаривать? Как тебя зовут? Юля. Юль, а ты же знаешь какой-нибудь стишок хороший? Да. Расскажи нам. Папа елочку принес, в комнате поставил. Что подарок? Дед Мороз Мне? мне Под ней? под ней оставил. Молодцы какие. Как вы живете? Че, все хорошо. Живем, развиваемся. Ходим в садик, посещаем, занимаемся с педагогами, посещаем всякие лечения. Скоро нам будет 7, за 6 лет с половиной восстановили интеллект полностью. Дай бог, в школу тоже пойдем ножками, пусть за одну ручку, но пойдем ножками. А где вы живете? Мы в Мелюзе живем. А вы не ходите? Она у меня еще не ходит самостоятельно, да. Вы у нее опора. Да. Ну, у нас есть папа, у нас есть старшие братья. Мы не одни. Мы в окружении наших богатырей, которые нам помогают. Да. Спасибо. Праздником. Тебе нравится здесь? Все, давай. Карина, давай. Так, Карина. А мою жену тоже Карина зовут. Здесь? А вот туда смотри. Она, по-моему, Серьезные такие радиоприключения, они важные. маленькая принцесса. Здравствуйте. Вы время нашли, приехали. Ну да, сегодня действительно много событий. На самом деле всех принцесс поздравляю, всех принцесс Башкортостана поздравляю с наступающим праздником, женским днем. Мы сегодня открыли зал бокса, и там тоже девушки присутствовали. Поэтому это действительно здорово, большой праздник. Я очень рад, что сегодня вот этих замечательных, прекрасных созданий, Вот они. вот этих девочек, всех сегодня собрали здесь. А вы И когда... сделали для них большой праздник в преддверии женского международного дня. Знаешь, что это такое? 8 марта. Она уже знает. А подарки тебе подарили? Да. Ну, еще успеют. А вы когда-нибудь были на подобном балу принцесс? Нет, на таком не был. Нет, Спасибо. на таком не был. Удачи тебе. Зрительный зал, вы успели занимать свои места. Совсем скоро начнется сказка. Так, ребят, дайте я пожму руку каждому. Спасибо большое. Спасибо. Хорошо учитесь еще. Спасибо. Спасибо. Молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие наши прекрасные маленькие принцессы, к вам в гости пришел глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров и Карине Владимировна Хабирова. Встречайте! Добрый день, дорогие наши самые прекрасные, самые милые маленькие принцессы. Мы очень рады вас здесь видеть. Спасибо, что мы сегодня вместе. Спасибо, что приехали. Я прежде всего хочу наших родных, любимых маленьких девочек поздравить с 8 марта. Это ваш праздник. И в этот праздник мы все мужчины должны вас поздравлять, обнимать, ухаживать, дарить подарки. Поэтому вот это сегодня мы сделаем. Я восхищаюсь вами всеми здесь находящимися. Я восхищаюсь вашей стойкостью, вашим желанием учиться хорошо, двигаться. И сегодня я хотел особые слова сказать, поздравления и благодарности вашим замечательным мамам, которые самые сильные, самые добрые, самые великодушные и самые умные. Спасибо вам, милые наши дорогие мамочки.
за то, что вы у нас есть. Я, кстати, хочу поблагодарить еще и отцов. Вот я видел здесь пару штук отцов. Я сам тоже отец, это тоже праздник хороший. Спасибо папам, которые вот являются замечательными отцами для своих замечательных девочек. Мы этот праздник сегодня делаем для вас. Мы по всей республике такие праздники делаем, потому что вы наши. Мы вас очень любим, мы вам будем помогать. Мы вам желаем стойкости, мы вам желаем хорошей учебы. Просто знайте, что мы у вас есть, и мы у вас всегда будем. С праздником, дорогие наши! Я хочу тоже поздравить вас с праздником всех. Милые, дорогие девочки, женщины, мамы, бабушки. Всех-всех-всех поздравляю с этим весенним днем. Спасибо вам за то, что сегодня и вообще каждый день вы находите в себе улыбки, радость, которую дарите и людям вокруг, и своим детям, а дети дарят ее вам, несмотря на различные сложности, с которыми встречаетесь в жизни. И я бы хотела, чтобы, конечно, такие праздники, которые проходят сегодня, сейчас и по всей республике, были у нас чаще, и чтобы вы могли приходить не только на эти праздники специальные, так скажем, особенные, а чтобы вы могли посещать и обычные дни, обычные праздники, которые проводятся и на которых присутствуют все детки. Потому что не только вам это нужно нам, таким же обычным людям и обычным деткам, потому что мы многому учимся у вас. Спасибо вам за это, с праздником! Опоздал ты, Ваня. Полкан корабль построил. Да не полкан, а я построил. И я люблю тебя. Значит, я все правильно понял. Чтобы полетел корабль, ему крылья нужны. Это уже наши знакомые. Да, мы в прошлый раз знакомились с вашей Анечкой, Да. с тобой, да? А вот теперь у вас уже в семье пополнение. Еще 4, да. Взяли 4? Уже 4 забрали, да. Но сегодня вы с 2 принцессами. С 2 принцессами. Маленькая еще совсем, ей только годик. Принцесса еще одна дома. Ну и дома еще принцы остались. А как зовут вас? Азалия. Маленькую Азалия зовут. А тебя как зовут? Давина. Аня. И сколько у вас теперь деток? 9. 2 взрослых уже, 24 и 19 лет. Потом, получается, малыши. Год, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сильный вы духом. Стараемся. Ну, а здесь на балу как? Очень понравилось. А девчонкам? Я думаю, Да! Ну что ж, принцесски, вас тоже с праздником. Так, а где же? Билетик нет? Давай. Да? Держи. Ну, все, Держи, давайте, это тебе. без Вот билета. посмотри, какая подушка красивая тебе. Вон, видишь? Она Вот, ортопедическая, только на- да, это только все на ней стирается спи. с экологически чистого Праздником тебя? материала. И Понравилось? книжка. Все. Счастливо вам. Сейчас все постепенно будут выходить. Так, Здравствуйте. Как Здравствуйте. тебе спектакль? Как тебя зовут? Понравился? Амир, так, держи. Да. Нам, если можно, Вот, такой вот, да. вот этот. Ну что, вот так мы понравилось? можем Так, оторвать. а ты лучше держи. Знаешь, как лучше вот как девушка, вот так. Вот. Вот такая, А какая это ты вам. красивая сегодня. Ой, ты. А я, да. Хорошая. Понравилось сегодня? Понравилось, да? Понравилось. Она вчера самая активная была. Да? Умница. Я тебя тоже люблю.
Так. Идем, хороший мой. Все. Держите. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Так. Скажите, пожалуйста, у вас еще и в санатории вчера была программа? Да, мамочка расскажет. Да, А что за санаторий? Где вы остановились? Где вы были? В Зеленой роще остановились. Прекрасно такой программы было у нас. Дети довольны. Не только дети, и родители. Что было? довольны. Кукольный театр Кукольный был. театр был. Фокусы были. Откуда вы приехали? Сучулов. Как тебя зовут? Ира. Давай, пойдем. Ну, только не разговаривай. Я поговорю. Да. Молодец. Айда. Иди обнимись. Иди сюда, моя хорошая. Иди, моя хорошая. Иди. Вас вчера привезли, сегодня поедете обратно уже, да? Сегодня домой. Хорошо. Ну, все нормально. Все хорошо, отлично. Мы довольны. Не ожидали такой даже. Спасибо большое. Спасибо вам. Знаете, Фрич, мне кажется, что вы, Карина Владимировна, вы такой еще в роли в такой вас не видела. Даже это не роль, это, это не знаю, образ жизни, наверное. Да, это... Трогательно? Ну, конечно, детям же подарки, они радуются. У вас глаза искрятся у обоих. Дети счастливые выходят. Да, с мне кажется, улыбками. понравилось. Точно понравилось. Вот это волонтеры, наверное. Это, да, и артисты там, и кукольного театра, и театра. Куда подойдете, Кэрри? А это что такое? С кем ты приехала? С мамой. А где она? Мама стоит в стороночке, идите к нам. Как вам там в Белорецке живется, скажите? Белорецкий? Хорошо нам живется в Белорецке. У нас очень хороший город, чистый. У нас мэр сейчас новый. Мы, кстати, очень благодарны, между прочим, администрации города Белорецка, поскольку вот это платье, например, поспособствовали, покупали нам они. Платье нравится? Это специальное платьишко, оно для вальса предназначено, поскольку мы занимаемся танцами, оно нам просто необходимо. Ну что ж, друзья есть у тебя? Есть. Как зовут? Ангелина, Лиза. Вот и привет передавай. Привет. Что ж, здорово. Удачи вам. Спасибо. Ленара Хатимовна, пока вот бал маленьких принцесс завершается, но еще тут много людей, много улыбок, много, я бы сказала, ну не счастья, но тепла. Счастье тоже, наверное, есть, но своеобразно, скажем так. Мы как помогаем государству вот таким деткам особенным? Так, ну, во-первых, мы помогаем материально. То есть есть пособия, есть пенсии, есть выплаты. Причем есть выплаты, которые выплачивает именно республика, помимо тех федеральных, которые существуют для всей страны. А какие вот меры республиканские? Республика выплачивает пособие по уходу за ребенком, и оно увеличено. Причем в этом году оно было проиндексировано. Сейчас это 1200 рублей, когда ребенок лежачий. Скажем, обычно 600 рублей, а это 1200. Сумма недостаточная. Эта сумма, конечно, маленькая, но она идет в дополнение к тем, ну, там 11 тысяч пособий есть. То есть это, скажем так, но все равно это наш вклад, и это оценили, потому что оно было совсем мизерное ранее. В республике создана такая нормальная системная работа с детьми-инвалидами, которые, во-первых, могут получить, если есть возможность, образование. Это очень важно. Они участвуют в различных мероприятиях, социализируются, как мы говорим. То есть это почувствовать себя частью общества. Для этого и проводятся такие мероприятия, и они проводятся повсюду. Сейчас это стало просто такой нормой жизни. Все эти вот балы, елки, турнир, вот, который мы готовим. Кстати, 2 района уже провели. 36
турнир маленьких рыцарей. То есть после бала принцесс у нас в апреле будет турнир маленьких рыцарей. Хочу сказать, что наши дети, которые с особенностями развития, там, с ограниченными возможностями, показывают такие успехи, как в искусстве, в спорте, в науке, и они являются примером для здоровых детей. И вот наша задача вот эти возможности для своей реализации полностью им предоставить. Развивать, помогать им. Абсолютно верно. И родителям каждый день говорить: вы не одни, мы здесь, мы рядом, все общество рядом, власть рядом, вот соседи рядом, в конце концов. Вот это самая главная сущность вот таких мероприятий. Вот постоянно об этом напоминать, что рядом с нами есть люди, которым нужна помощь. Абсолютно с вами согласна. Спасибо. Спасибо. Довольно неожиданно было получить подарок от главы региона. Очень круто, круто. Очень хорошо вообще, спасибо. Очень понравилось. Очень здорово, очень здорово. Откуда вы, скажите? Мы с Бишбуляка. С Бишбулякского района? Да. Вместе все приехали? Да. На автобусе? На автобусе. Все у вас прилично? Отлично. Все организовано. Привезли на автобус выделили, все здорово. Все. Вот они, ваши принцессы. Да. Платье какие красивые. Девочки. Давайте вместе на вас посмотрим. Сколько у вас, 4? Да. Ну давайте все вместе. Вот. С праздником, бабушка. Ну что ж, удачи вам, девчонки. Спасибо, до свидания. С праздником. Можно вмешаться в ваш разговор? Не уходить, пожалуйста. Бал, получается, это еще и возможность пообщаться с вице-премьером, узнать о проблемах, я так понимаю? Это моя одноклассница, мы вместе учились, да, неожиданно встретились здесь. А где вы сейчас живете? Мурадымова, Кулачинский район. Вот Гульнас приехала на праздник. Она сегодня... Моя дочь. А сколько вашей девочке? 8 лет, 8. Где ты учишься? На домашнем она обучение. В Уфу не первый раз, она раньше только в больницу, наверное, приезжала, а сегодня на бал, да. Каждый раз в больницу только приезжаем, вот на праздник первый раз. Понравилось очень, спасибо большое всем. Очень понравилось. Стесняешься? Да. Ничего, привыкнет, да ведь? Нормально все будет. Павел Михайлович, спасибо вам, удачи. А можно вопрос, насколько у нас в системе образования Республики Башкортостан доступно обучение для особенных деток вместе со здоровыми? Есть система инклюзивного образования. Сейчас как раз мы принимаем концепцию, которая направлена на то, чтобы создать систему на всех уровнях. И в дошкольном образовании, и дополнительное образование. Давайте посмотрим, что там. Это же здорово, когда такое настроение. Да, замечательный праздник. Очень рады дети. Ну, по-моему, взрослые больше рады, чем сами дети. И вот эта концепция сейчас находится у нас на рассмотрении. Таким образом, мы непрерывную систему создадим инклюзивного образования, и деткам будет гораздо проще, удобнее, комфортнее учиться в наших образовательных учреждениях. Что конкретно вы имеете в виду? Не совсем понятно. Пока это теория. Долгая история. Там и доступная среда, там и специальные группы, и возможность для детей и в садике, и в школах, чтобы родители могли и в детском саду, в дошкольном учреждении получили возможность посещать их, и в школах тоже. И дети смогут ходить в обычные школы. Это важно. Это важно, чтобы в одной среде учились все детки, всех была одинаковая Да, чтобы они могли возможность. общаться, чтобы они могли друг друга поддерживать, вместе развиваться. Важный вопрос, когда? То, о чем вы говорите, стартует? Сейчас на утверждение, на рассмотрение, как только концепция принимается, 2020 год – это подготовительный период, а дальше уже мы начинаем реализовывать. С 2021 года, я думаю, первые результаты уже увидим. Спасибо, удачи. Вам спасибо. Понравилось тебе? Да. Молодец. Учись хорошо, ладно? Так, идем, красавица, идем. Вот корону не снимай никогда, ладно? Пожалуйста. Какой район? Дуванский район. Мы вас в Дуване планируем построить реабилитационную. Время займет, пока это 22-23 годы. Спасибо. Все, на автобусе. Ратьевич, как чувство после бала? Хорошие чувства. Вижу, что детям понравилось. Глаза горят. Они получили какое-то такое, толику счастья, что ли. Вот, внимание. Поэтому очень, очень хорошо. Единственное, я говорю, каждый раз переживаю, что
Мы-то здесь их 300 человек сегодня, а у нас их в республике, я говорю, там 15 тысяч. Поэтому надо подключать муниципалитет, чтобы муниципалитет это делал. Четко и активно. Да, ну и очень творчески, чтобы подходили. Тут нельзя так, вот, знаете, раньше тоже это делалось, но мне кажется, надо более творчески подходить и более с душой, что ли, и так далее. Вице-премьер Фанур Ягафаров рассказал о мерах поддержки в плане инклюзивного образования. Да, у нас будут и финансы на это? У нас финансы есть, там же и по линии нацпроекта, и это идет. У нас на форуме образовательном мы это обсуждали. Мы столкнулись с такой, знаете, немножко равнодушием ряда директора школ. Я их, с одной стороны, понимаю, это большая ответственность для них, но мы потихонечку будем переходить к инклюзивному образованию. Чтобы рядом со здоровыми были. Да, конечно, и особенные конечно. дети. Да. Но это я говорю, это для директоров, я понимаю, это большая для них ответственность, но мы все-таки это продавим. Вы сказали, что по отношению к особенным детям здоровье и республики определяется уровень. Нравственное здоровье, да. Вот будем смотреть. Спасибо.